Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. По названию. Сегодня в литургии вспоминаем святых мучеников Скорее, святых Андрея Кимта Ивона Святара и Павла Джон Хасана и поплечников. Раз их заступництва доручаем все наши просьбы. Так само сегодня первый день новенны, перед урочистостью святого Архангела Михайла. В эту святую мшу ахвярую во всіх інтенціях, які були прочитані перед святою мшою, просячи, щоб во всім сповнилася святая Божия воля. Как годно скласти в эту наисвятейшую ахвяру, перепросим Бога Бога за все наши грехи. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, ушинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Пану Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай измилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже наш Отче, с Твоей ласки все больше людей во всем свете становятся Твоими усыновленными детьми. Учениками завсёды были верными Тебе, с допомогою и по прикладу святых мучеников Андрея, Павла и поплечников, кровь яких стала насением християнства в Кореи, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и який с Тобою живи владарить у едности Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Аминь. Читание первого послания святого апостола Павла до Коринфянам. Браты, коли проповедуешь, что Христос воскрес мертвых, то чему некоторые з вас кажуть, быццам нема воскрешения мертвых? Коли ж нема воскрешения мертвых, то и Христос не воскрес. А коли Христос не воскрес, то марное проповедование наше, и вера ваша марная. Тады мы оказались фальшивыми свидками Бога, бо свідчили всупроть Бога, что и Он воскресил Христа, якого и Он не воскрешал, покольки мертвые не воскресают. Бо коли мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А коли Христос не воскрес, то вера ваша марная, и вы дали в грехах ваших. Тады загинули и померли во Христе. И коли мы сподаемся на Христа только в этом житті, то мы самые несчастные среди людей. Але тепер Христос воскрес мертвых, першений серед тих, які заснули. І это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Буду насичаться Твоим обличчям, Пане. Буду насичатися
глубока, у тени Твоих крылов сховай меня. Я справедливостью башу Твое облича, коли проснуся, буду насыщаться Твоим облича. Буду насыщаться Твоим обличьем, Аллилуйя, 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 аллилуйя. Благословенный Ты, Отче, от неба и земли, что таемницу володарства Ты выявил детям. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. И с духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Луки. Хвала Тебе. У той час Єсус проходив по городах і вёсках, проповедуючи і обвещаючи добрую новину о Владарстве Божьем. И были с ним 12, а так само некоторые женщины, оздоровленные от злых духов и хвороб. Мария, называемая Магдаленой, з якой вышла 7 демонов, Яна, жонка Кузы, чиновника Ірода, Зузанна і шмат інших, які допомагали їм майомістю своєю. Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Сядьте на некалькі слов. Сьогодні такое вельми цікаве слово Боже в тим сенсі, що в пару словах показує, чим займався Ісус Христос і Його учні. У пару словах вельми коротко сказано. Проходили по городах и проповедовали, обещаючи добрую вину о Владарстве Божьем. И завжди так подивляєш, насколько Иисус, як это сеял Слово Божие, и як это все узрастало. На початку у серцях учнів, апостолів, этих женщин, які так само отримували великий дар от Пана Бога, дар оздоровлення, дар справжньої свободи, а потім і вони обещали йшли це Слово Боже. Бачно эту сакральную терпимость. Вот так не просто, как все одразу оставалось, але Владарство Боже расширялось и расширяется далее. И глядячи на Ісуса, на апостолів, учнів Христа, сьогодні ми повинні усвідомити просту річ. Сьогодні наша черга проповідувати добрую новину о Владарстві Небесном. И проповедовать перед усім своим життям, своим прикладом, своей верностью Христу во все моменты життя. Аминь. Про заступництво святых мучеников вознесем до Бога наши супольные молитвы. Молимся за святый костел, как он вел всех своих детей до дома Айцена. Тебя просим. Молимся за пресвитеров, консекрованных особов, как они были верны своему покликанию. Тебя просим.
Молімся за тих, хто знаходиться під владою Злого Духа, каб яны сустрэлі людзей, якія дапамогуць ім моцаю Христа. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто стаіць на парозе вечнасці, каб яны адыходзілі з гэтага свету паяднаныя з Богом. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой мшы, каб Божае Слово і святая камунія былі для нас сапраўдным штодзённым хлебам. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Усемогутный Боже, выслухай ласкаво наши молитвы и научи нас распознавать Твои дары у нашем житті. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Что пролилась сердце Иисуса, явится милосердности для нас, Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу я веру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Всемогутный Боже, взглянь милостиво на оглядные дары Твоего народа и про заступництво святых мучеников учини, как мы сами могли стать приемной Тебе хвялой, деля исполнения всего свету, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с Духом Твоим Угору серце. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і спаведна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойче, усемагутны вечны Божа. Ты узвялічваеш сябе у хвале Твоих святых, а ў іх мученіцтве праяўляецца Твоя дзівосная магутнасць. Ты ласкаво спасылаеш ім палымяную веру, умацоўваеш іх мужнасць, даешь перамогу ў змаганні праз Христа Пана нашего. Там небо и земля спевают Тебе новую песню хвалы, и мы с усими хорами ангелов прославляем Тебе, разом с ними ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Боже, Ты святый, крыніца усялякай святости. Тому просим Тебе, освяти гэтыя дары росою Духа Твоего, как яны сталіся для нас телом и крылёю нашего Пана Иисуса Христа.
И он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку тебе складаючи ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобным чином по вечері взяв кілих, знов тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пийте з його всі, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престяпания. Вспоминаючи смерть из мертвых до восстания Твоего Сына, отдаруем Тебе, Пане, життя и келих избавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усих нас, приймаючи тело и кровь Христа, Дух Святым собрал в одно. Памятай, Пане, престол Твой, рассеянный по всем свете, удосконали его у любови, разом с Папом нашим Франтишком, Бискупом нашим Юзефом и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які послали надійного воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гэтага свету, і дозволим убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечном. У єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Ябранником, со святыми апостолами, со святым Архангелом Михайлом и усіми святыми, які спрадвеку подавалися Тебе, как з ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, през усе веки вечные. Амен. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от зла. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всего злого. Дай ласкаво супокоить дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и приисте Збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодатство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши,
але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его с упокоем и верностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. С упокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак с упокоем. Божий, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословенне покликання і навсюди Бога. Аминь. Я не марка, как ты пошел ко мне, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Тіло Христа. 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 Наш Пан добрий час придумав слави, заєдні нас тіла у серці своїм, любов'ю святою находить наш Бог. Ісус розганяє надії святой, наш Пан милосердний, Він любить свою, пронеси наш грех у долину паху, как шлях человеку добром осветлять, у сердцах маневе туму обуздать. Наш Пан прославленный, до нас Он идет, для сердцу покой, с утешаем беде. О,
Молимся. Пане наш Боже, умацованный евхаристичным посилком, у день вспомину святых мучеников, покорно от Тебе просим, ученикам завсёды были верными Христу, и в костеле служили справе свободным всему свету, праз Христа Пана нашего. Святый Архангел Михаил, держи нас узмаками, будь нам обороной, супроть искусны и касток злого духа, покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шагана и низших злых духов, якие нас будут устроить по свете. Аминь. подай святейша, Господия, гражди нас Ты нас здоровья, наш шлях земли, свое прими. Аминь. Наверное, перед урочистостью святого Архангела Михаила, день первый. Молимся об этой новине, у интенциях новых святых покликаний до службы святарской законной, особливо з нашої парафії. Тебе, Христе, бляскайся, моцей серця вчиться світу, прославляє празаньола, спяваючи усой душою, как почув ты наши словы, что с неба влияй плывут, ушановаем Архангела, Твоего дому ясных духов, на початку воеводу, отважного ангела неба, волника своей силой, перомосаного ябла, кая пека яго словить, владар как милосердный, отдалил от нас шакала, да приня Твоя очистить нас на душе и на теле, и в пяте убранный раю. Тебе хвала, Божа Отча, Тебе хвала, Сыну Божий, Тебе хвала, Сутяжитель, Тебе, Боже, Святой Троицы, яки ёст понад часами, им спяваем прославления. Амен. Читание Апокалипсиса святого Иоанна. Узнялася битва на небе. Михал
і ягоныя анёлы змагаліся з цмокам. Ваяваў цмок і ягоныя анёлы, але не перамаглі, і не знайшлося ўжо месца для іх на небе. Таму скінуты быў вялікі цмок, змей старадаўні, называны д'яблам і сатаной. Той, які зводзіць увесь свет, быў скінуты на зямлю, і разам з ім былі скінуты ягоныя анёлы. Тады раззлаваўся цмок на жанчыну і распачаў бітву з астатнімі яе нашчадкамі, якія захоўваюць запаведзі Бога і маюць сведчанне Езуса, і стаў на березе мора. Можна сісти. Найслаўнейшы князь хораў анёлскіх. Імя Міхал па-габрэйску Мікаэль, хто ж як Бог, мае вялікае значэнне. Яно азначае анёла, які падчас бунту аднаго з духаў нябесных Люцыфера стаў на абарону Бога. Сваім заклікам хто ж, калі не Бог, паставіўся канкрэтна супраць бунту і скінуў яго з неба. Прынімаючы такую пазіцыю, паказваецца ён як той, хто шчаслівы з Бога. Поўны захаплення сваім стварыцелем і панам, гатовы стаць у абароне імя і хвалы Бога. Святое Пісанне надае яму два вельмі важныя тытулы – князю і арханёле. Кніга Даніэля называе яго адным з першых князяў і вялікім князем. Затым назва арханёл абазначае анёла высокага рангу, а таксама галоўнага анёла. У Святым Пісанні гэты тытул атрымаў выключна святы Міхал, але традыцыя хрысціянская другога стагоддзя надае гэтую назву таксама двум іншым анёлам Габрыэлю і Рафалу. У 4 стагоддзе на падставе паслання святога Паўла ёсць перакананне аб тым, што існуе 9 хораў анёлскіх. Іх узначальвае святы арханёл Міхал. Першыя 3 хоры акаляюць Божы трон і нястомна адорваюць Бога. Наступныя 3 хоры выконваюць розныя функцыі, такія як дар аздараўлення і выгнання злых духаў. Астатнія 3 хоры займаюцца службай чалавеку, між іншым выконваючы ролю анёлаў-ахоўнікаў альбо ахоўнікаў краін, народаў, гарадоў, мястэчак. Асаблівасць святого арханёла Міхала апіраецца на тым, што аб'ядноўвае ў сабе усе хоры анёльскія, таму святы Ірыней назваў яго гетманам войскаў анельскіх. Арыген называе яго анёлам народаў хрысціянскіх. Нічога дзіўнага, што ўсе народы ўсё больш аддаюцца пад яго вялікую апеку. Анёлы ад пачатку свайго існавання былі адараваныя здольнасцю пазнання свайго стварыцеля і пана. З гэтага вынікае, што святы Міхал арханёл ужывае гэты дар на максімум, таму дайшоў да захаплення прыгажосцю і дасканаласцю Бога. Аказалася, гэта вельмі важна у хвіліну выпрабаванняў, на якія Бог адправіў анёлаў. Гэтая сітуацыя захаплення паказала, што святы Міхал не затрымаў свайго позірку выключна на сабе, як гэта ўчыніў Люцыфер, што прывяло да яго згубы. Маем вучыцца ад князя хораў анельскіх добрага выкарыстання Божых дароў, між іншым дару розуму і багацця пачуццяў, якія дазваляюць нам захапляцца пазнаннем праўды веры. Праўда веры заўжды ідзе побач з часам, яна дадзеная нам праз Бога. Няхай у нас будзе ўсё больш і больш разумення таямніцаў Божых. Толькі тады мы зможам бараніць у сабе і сярод іншых чэсць і хвалу Божую. Быцце хрысціянінам заключаецца ў тым,
каб быць дзіцём Божым у сувязі са Святой Троицей. Благословенная Альжбета от Святой Троицы, кармелитанка, спробовала наблизить нам истоту этой сувязі гаворачы. Троица – это наш дом, бацькоўскі дом унутры нас, які мы ніколі не павінны пакінуць. Калі гэтыя словы благословенной Альжбеты будуць таксама нашым удзелам, тады мы будзем не толькі стварэннямі, якія захапляюцца Богам на подобенство святого Архангела Михаила, але и детьми Божьими, по-сапраўднаму счастливыми у Богу. Молитва для святого Архангела Михаила за святый костер. О хвалебный святый Архангеле Михаиле, князю и проводыру войсков небесных, переможца сатаны и нечистых духов, могутно оборонца святого костера, заслони нас своими крылами и оховай от неприятеля нашего спаления. Нехай Бог будет благословен за тое, что одарил тебе такой великой эмоцией и хвалою, дякуючи яким твое имя стало наибольшим после именем Иисуса Христа и Панны Марии, догодным особливой пошани. Подтримай нас прихильно звышнатуральными дарами, якими Бог тебе одарил. Нехай твое имя оховая нас от небезпеки, допомагая повставать после падения, сутешая у смутку, умацовуя у тяжких выпробованиях и будя оборонным щитом супроть пекельных ворогов при житті и у хвилину смерти. Святый Архангеле Михаиле, ты з'являешься наивысшейшим проводыром небесных войсков и опекуном Святого Костела. Борони нас неостомно от неприятеля нашей веры. Аминь. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодзённого дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искусу, але избав нас от злого. Витай, Мария, полная ласки Бог с тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. як ласка веку теперь и спасётый, и на веки вечные. Аминь. Таємницю сакрамента, Ускоряй наши рассеяния, тратить мостовое право, Божье море забаве, что на розу нету наших, свято веры принесе, Богу вечному у Троицы, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, що от них походить, да Отцу вечного святла. Аминь. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам вспомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать
святые таямницы Твоего тела и крови, как мы завсегда отчували в себе плен Твоего откупления, яки живешь и владаешь на веки вечные. Славлю Бога, Божий помолься, о Тебе наши вы, у сакраменте. Славлю Бога, Божий помолься, о Тебе наши вы, у сакраменте. Славлю Бога, Божий помолься, о Тебе наши вы, у сакраменте. О Тебе наши вы, у сакраменте. Святый наш Михаил, молитвы до Бога снеси, ратуй корыстный хвали. Моцарю Божий, зло разгони, заступник святый наш Михаил, молитвы до Бога снеси, ратуй корыстный хвали. Моцарю Божий, зло разгони, заступник святый наш Михаил, молитвы до Бога вознеси,